Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто о вас сейчас думает и что думает. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Здесь кто-то решает проблемы семьи, внутренние проблемы, которые происходят в доме. Здесь ситуации могут складываться о всем и сразу. И здесь вы очень переживаете за детей. Здесь, скорее всего, есть дети, семья, муж. Но здесь неустойчивые отношения. И здесь какая-то нехватка. Здесь, может быть, женщина чувствует, что она вся вот как ломаная лошадь. Здесь какая-то усталость есть, здесь есть даже чувство депрессии, здесь чувство такого какого-то отторжения от чего-то, от семьи, может даже. Побыть самой наедине с собой. Пребывает внутри себя, как в ракушке. Складывается чувство у вас, что вы вот куда-то вот-вот ринетесь, рванете. Здесь кто-то психует, злится и даже плачет. Психоэмоциональное состояние может быть неустойчивым или слабым, как на краю, как будто вот-вот сейчас сорвусь. Защищаете себя, да, какая-то вот как раковина. Вы находитесь в этой раковине, как улитка спрятались. Женщина, которая всю свою любовь, энергию отдавала или отдает и семье. Есть такая даже усталость на лице, это видится. Сейчас, знаете, такой момент, когда вам нужно бы и прорабатывать какие-то уроки, и проработали вы тоже что-то, поняли для себя. Ищите какой-то выход. У человека как будто бы, знаете, иногда бывает руки или леденеют, или трясутся. Здесь даже нехватка каких-то витаминов, поэтому еще, может быть, нападает на вас вот эта депрессия. Все превращается в такие серые цвета, что дальше света нету. Вы думаете, что вот я сижу в чем-то сером и мрачном, но я должна рвануть, я должна что-то делать. А что, я пока не знаю. Я пока не знаю. Хотя человек очень такой, знаете, по себе, в принципе, и по жизни активный, предприимчивый. Но вот тут именно руки как будто бы опустились. Здесь вот как будто бы все приобрело какой-то черный цвет перед будущим. Нет каких-то надежд и устойчивости, стабильности. Здесь как земля под ногами шатается. Но здесь вы защищаетесь. Стараетесь сейчас подумать о чем-то. Тут и смысл жизни, тут и что делать. Тут все в голове у человека, который смотрит. Вы, кстати, можете делать разбор какой-то через какие-то информативные источники, то есть информационные, вернее, источники, то есть какие-то выводы. Вас именно, может, это новости, может это быть в целом ситуация вокруг, что люди говорят и так далее. Обсуждают какие-то темы. Вас это и триггерит, и мучает, и, знаете, такая безнадежность внутренняя есть. Я бы сказала, даже опустошение. Потому что чувствует человек, что нет надежды, но вы всегда добиваетесь высоких результатов, вы всегда находите выход. Такой человек, я и говорю, вы по жизни предприимчивый, и вы найдете определенно здесь какой-то выход из ситуации. Возможно, даже кто-то здесь резко, внезапно предпримет какое-то решение. Вот все, идем, едем, да, летим и так далее. Вот какое-то такое. Но я вас вижу именно внутренне единичной, одинокой. Даже рядом и находится муж, но вы чувствуете одиночество или не чувствуете любовь, заботу.
Да, чувствуете себя даже жертвой, как будто бы на вас навесили все гештальты, вся семья или родственники, да, в целом близкие люди. Такое чувство, как будто борешься сама в этом мире. Хотя, да, и близкие не могут помочь тебе в этом. Приходится что-то тянуть, выдвигать какие-то новые идеи, может быть, чтобы ползти наверх. Хотя человек здесь такой и гений, и творец, и умный по себе. Возможно, даже в ход в силу идут здесь какие-то практические знания. То есть вы можете заниматься какими-то практиками, магическими практиками, или это могут быть что угодно, руны, аффирмации, заговоры, шепотки и так далее. Да? Вы пытаетесь найти везде возможность помочь себе. Если вы поможете себе, вы поможете и своим близким, понимаете? Вы это понимаете. Вы стараетесь, вы знаете, вы хотите любви, вы очень хотите, чтобы вас кто-то любил, уважал, и на самом деле здесь вы уже вот как-то стараетесь сейчас эти мысли отводить или об этом не думать, да. То есть вы стараетесь думать о чем-то более серьезном, важном, хотя хочется любви. Да, у вас есть надежда, что в вашу жизнь кто-то придет или ворвется, поможет вам, выручит, вытащит вас, или же, да, где вы гармонично сможете что-то строить, да, здесь о гармонии идет речь. Здесь идет о том, что люди говорят между собой, они что-то утаивают. Здесь есть что-то общее между людьми. То есть, да, вы хотите на самом деле своего человека рядом с собой, видите ли, человек, который будет вашей душой, понимаете, вторую половинку. Но, знаете, тоже есть такая тонкая граница, вот это вот слово «вторая половинка», вы же не половинчатая, да, никогда не говорите таких слов, вы, возможно, говорите вторую половинку, вы целостная личность, не существует в мире половинок, существует существует душа, да, и существует такое понятие, как моя душа, вторая душа, да, вот так вот. Но тут вот человек как будто, знаете, даже вот находясь в среде семьи, вы вот как-то себя можете в чем-то тоже и обделять. Вот как вот с этим выражением половинчатость, да, вот в чем-то себе, может быть, не позволять, ущемлять, потому что, да, вы стараетесь, тут жертвенность может быть по повешенному, все делать ради семьи, ради того, чтобы близким было хорошо, или дети могут тоже присутствовать, было хорошо. Вы думаете обо всех, но о себе вы не то чтобы забываете, вы думаете о себе, но вы ставите себя на потом. Поверьте, вам хорошо, и тогда всем будет хорошо. Делайте хорошо себе. Да, взвалили вы на себя какой-то проект или какие-то обязанности, возможно, на сегодняшний день. Ну, что угодно даже, да. Купила собаку, еще одна обязанность. Купила кошку, еще одна обязанность. То есть есть какие-то куча всяких моментов, за которые вы несете ответственность. Вы уже настолько разбиты и упаханы, хочется сказать, да, что вам бы на самом деле волю, отдых, куда-то съездить, возможно, даже просто закрыться и побыть наедине с собой, отдохнуть от всего. Как будто все от вас чего-то хотят на постоянной основе еще, да. Требовательность здесь какая-то идет к вам, ожидание от вас чего-то, а вы уже от этого устали. Вы хотите всех, хочется сказать, послать на 3 буквы. Да, вы, возможно, так и делаете. Притом не так, а немного иначе, да. Закрылись, просто игнорируете и все. Приходит сообщение, вы даже, знаете, так киваете, ну-ну, и ушли. Вот как-то так. Закрыли телефон, выключили. Да, вам нужно сейчас наполнение. Вы ищете наполнение в мужчине, в партнере. То, что мужчина вас наполнит какой-то
Здесь ничего не радует вас, как вам хочется любви. Вот этого вам не хватает, да, возможно, ваш партнер не дает столько чувств, сколько бы вам хотелось, и эмоций. А возможно, вот у кого-то уже отношения находятся на грани. Здесь уже есть какие-то даже и у кого-то и срывы уйти вообще. Да, у кого-то может быть и токсичность какая-то в отношениях, как яд, который разрушает. Хорошо, смотрим дальше. Кто о вас сейчас думает и что думает? Думайте сейчас только о себе. О вас думает семья, родственники. Здесь такая теплая атмосфера. Хотят вас вернуть, хотят, чтобы вы были прежней, хотят, чтобы, да, что-то начать с вами. Здесь какая-то ваша или конфликтная ситуация, или вы, видно, что вот как в ракушке сидите. Да, вам вопрос, а вы молчите. Или с вами пытаются взаимодействовать, а вы вот как-то игнорируете. Скорее всего, это мужчина. Вы знаете, вот тут вот есть такое чувство, что вот как будто бы вы не доверяете, да, или скорее есть такая внутренняя борьба какая-то, или уходить, или оставаться, взаимодействовать ли дальше, но здесь нет доверия, а здесь есть надежда на себя. Брать все в свои руки, под контроль. Потому что с человеком, которому не веришь, сложно идти вперед. Чувствую здесь вот какое-то, знаете, что вы уйдете, на самом деле, покинете, вы выстрелите, да. Здесь загорится желание, или же будет резкий вот такой старт. Хочется сказать, как ракета куда-то на метле вот так вшух и рванула. Здесь вы будете, что здесь даже, вы знаете, как останавливая вас, кто-то будет плакать и ругаться, злиться. Притом этот человек не прав, который на вас злится. Здесь очень много каких-то, на самом деле, нечестное отношение к вам. Будет локти кусать. Вы поймете все тогда, когда вы, хочется сказать слово, набьете себе цену. Вот как вы набьете себе цену, дадите себе шанс на новую жизнь в плане я другая версия себя, я лучшая. Вот только тогда в вашей жизни произойдут сильные изменения. В вашу жизнь ворвется новый человек на эту энергию. Вы показываете здесь и свою самодостаточность, и красоту, и вашу внутреннюю красоту тоже. И на эту энергию идут мужчины, притом энергия моложе. Вы проявляете тоже себя здесь молодая или харизматичная очень. У вас появляются новые знакомые. У вас, знаете, вас ждут. У вас вот как будто бы в чем-то, это может быть и отношения, или финансов. У кого-то одновременно все и сразу подфартит очень сильно. Вам стоит отпустить прошлые чьи-то ошибки в ваш адрес. Потому что прошлое уже и не вернуть, да. Во-вторых, зачем в нем копаться? Это бесполезно, потому что тем самым, да, вы себе сами останавливаете путь к будущему или к чему-то светлому. Тут вот как будто бы человек вырывается наружу на какую-то свободу, или же у него появляются возможности что-то делать, предпринимать какие-то действия. На это будут у вас и финансы, притом большие финансы. У кого-то может быть какой-то прорвется денежный поток, или какой-то проект прорвется наверх, пойдет. А вас сейчас думает человек, у которого внутри все скомкалось, у которого внутри какой-то бардак в голове, который внутри что-то начинает понемногу осознавать после того, когда вы оставляете этого человека, уходите от него. Возможно, кто-то уже с кем-то разошелся.
И у человека какое-то некое идет такое прозрение, но постепенное, не быстрое, да, постепенное. Человек вспоминает какие-то детали из ваших отношений, из, возможно, даже вашего общения, и складывает это все как по пазлам. И из этого делает какой-то вывод, или, да, это для него урок, понимание чего-то. Но только тогда, когда вы уходите, люди это осознают. Когда вы в отношениях, никто как будто не замечает. Как будто это так и дано, как будто бы это так и должно быть. Да? Посуда мылась сама, вытиралась все само, убиралось все само. Но как вы ушли, посуда перестала мыться, вот хочется сказать, все, да, превратилось в скудное состояние. И вот тут-то люди, да, кто, вот от кого вы ушли, тот и заметит, как, да, все в одночасье повалилось. Или человек потерял. Здесь даже будет присутствовать такое состояние вернуть вас обратно. Причем здесь так как-то незрело, по-детскому. И вы поймете, что это вот как будто бы опять 25. Вы будете делать, вы по-другому будете все уже делать. Вы будете скорее вот даже, знаете, на этого человека смотреть как на пример какой-то, образец, что так нельзя делать, или в такие отношения с такими людьми вступать нельзя. И вот сейчас человек думает, да, все же, насколько вы были в чем-то правы, насколько вы внутренне очень богаты, да, умны, и человек понимает, что этого он не замечал, или же, да, отношения из этого сошли на нет, что вы просто минимально с друг другом не взаимодействовали, не разговаривали. Вот у каждого было что-то свое. Вы ушли каждый в свои какие-то дела. Вот так. Человек будет пытаться вас вернуть, наблюдать за вами где-то. Он думает о том, что вы очень такая женщина, стали непослушная, непрогибаемая. Вас нельзя подмять, вас нельзя настроить так, как он мог раньше это сделать. Сейчас вы никого не слушаете, вы слушаете себя. Вот это вот «я хочу», свое «я хочу», а не чье-то, да, уже вот по-другому. И здесь скорее даже, я бы сказала, вы начнете перестраивать себя, и больше здесь идет такое, что вы начнете даже отказывать кому-то. Как бы вам ни хотелось, но вы будете отказывать. Здесь вот наблюдает человек, который, скорее всего, по себе очень в чем-то слаб и бессилен в возвращении вас. Уже нельзя, да, уже чувство не вернешь. Уже не вернешь. Это надо было раньше делать. Не залатаешь. Все равно швы останутся. Я же вижу, как человек это замечает, что вы уже все. Вы уже нацелены, у вас или кто-то есть, или вот какая-то определенная цель у вас есть. Куда вы стремитесь? На что-то вы смотрите другое, но вы уже обратно возвращаться не хотите и не будете. Так, кто еще думает о вас? И что думает? Тот, кого вы не любите или ненавидите. Тот, который когда-то вас подставил. Это, скорее всего, женское лицо. Если смотрит даже женщина, да, вот на вас. О вас думает женщина. Вы знаете, она видит ваш какой-то потенциальный рост и ваши достижения. То, что вы ярчите. Кто-то может еще думать о том, что у вас рот не закрывается. Вы очень коммуникабельная, общительная, и вы налаживаете какие-то связи, или у вас очень много связей. Также пытается сравнивать себя с вами.
И она видит, что вы многое чего добились, превзошли даже вот ее какие-то ожидания. Она думала о вас вообще иначе раньше. Скорее всего, здесь была какая-то между вами конфликтная ситуация, из-за которой вы долгое время вообще не общались. Возможно, даже человек может заглядывать в прошлое, вспоминать ваше прошлое. Докопаться вот именно до сегодняшнего дня в вашей жизни очень сложно, потому что есть какая-то тайна или барьер, или что-то закрыто, она не видит, не может считать информацию о вас. Здесь чувство такое, что вы на одной цели вы не остановитесь, вы пойдете дальше, вы будете проламывать все двери к успеху, к каким-то проектам, движухам и так далее. То есть вы человек, который находится в центре каких-то или ярких событий, или каких-то движений. Здесь очень много энергии. То есть вы не захотите жить в деревушке, потому что там тихо, спокойно, размеренно, все одно и то же, да, вы захотите поехать, хочется сказать, в центр столицы, в столицу и добиваться своего. Но вы знаете, тут есть какая-то в некой степени такая не зависть, а вот она смотрит, что все, да, все в вашей жизни вот это вот происходит, вот эти движения благодаря вашей вот этой активности и общению с обществом. Вы умеете завязывать отношения, знакомиться, то есть находить где-то вот нужных людей, да, партнеров и так далее. Вы умеете успевать и дома, и на работе. То есть она тоже бы хотела, да, свою жизнь как-то поменять. Но, в принципе, да, я не скажу, что это бедная женщина. У этой женщины, в принципе, много что есть. Есть какие-то свои тоже достижения. Но она вас ставит в некий такой пример, что нужно действовать вот так. Да, и, в принципе, она смотрит на людей, которые чего-то достигли не с завистью, а вот что мне тоже нужно, как мотивация, да, мне тоже нужно двигаться, а не сидеть. Ее мотивируют успешные люди или люди, которые имеют что-то. Вот видите, даже пример, да, человек, она независтливый, она вот смотрит, подмечает для себя что-то, и она думает, как сделать это так же, но не завидую, да, и в принципе она вполне себе успешна тоже, не совсем, да, на каком-то там середине, она вот где-то крутится и есть. Ей хочется двигаться дальше, не останавливаться тоже. Но в чем-то она сейчас остановилась. Здесь идет по чувствам, и здесь какие-то могут быть сложности в отношениях, которые вот все притупливают, подтупливают или не дают двигаться ей дальше. Хочет она изменить тем самым свою судьбу, смотря на вас, на вашу жизнь. Думает еще о том, что ваш мотиватор, скорее всего, какой-то мужчина. Мужчина, который что-то имеет, или вы за ним, как за каменной стеной, да, и поэтому у вас еще больше сил. У нее в этом отношении сложности. Сложности какие-то, может быть, в семейной жизни с мужем, да, или вообще в целом с мужчиной. Она сейчас занимается какими-то бумагами, также эти бумаги имеют какие-то проблемы. Почему-то она думает, что вы тоже умеете в этом разбираться и хотела бы как-то от вас попросить совета или помощи, но вы не общаетесь с этой дамой. У вас уже давно прекратились отношения, но вы в этом в чем-то разбираетесь, в чем у нее сейчас проблема, поэтому она вас думает. Она думает, как бы вы поступили или как бы вы могли, может, тоже выкрутиться из этой ситуации. Но считает, что у вас точно есть какой-то ответ или, да, вы о чем-то знаете, разбираетесь, может быть. То есть, когда у человека возникает проблема, только тогда начинают вспоминать дружбу. Да, или кого-то, кто нужен и необходим.
Да, вы не общаетесь. Кстати, здесь могут быть какие-то воспоминания хорошие у вас из прошлого. Что-то вы ей делали, помогали, может быть, или как-то положительно взаимодействовали. Вот об этом она вспоминает. Видите, у человека положительные воспоминания. Но вы как-то не общаетесь. Хорошо. Смотрим дальше. Кто еще о вас сейчас думает? О вас думает человек, который вас когда-то очень сильно обманул. Есть такой обман, от которого вы сразу же закрылись, вы поняли или поняли истину этого человека, вы закрылись от него, человек многое что осознал, многое что истинно осознал. Благодаря тому, что он осознал, его жизнь меняется, и он может думать о вас, да, то, что благодаря вообще тому, что вы пришли в его жизнь или ее жизнь когда-то, вы тем самым, да, через этот обман, через эту ситуацию, то, что было между вами, человек что-то осознал, он это понимает, и что у меня наладилась жизнь, например, да, или изменилась жизнь, здесь какие-то переменные, да, в лучшую сторону. Здесь тоже, опять-таки, положительные воспоминания о вас, но также у человека в совести еще сидит какой-то обман, что он с вами как-то поступил. Это был молодой возраст. С вами поступил нечестно. Это был юный возраст или незрелое мышление. Так еще можем назвать. Бывает седой человек, да, уже старенький, но незрелое мышление. Вот тоже опять-таки. А здесь даже как-то пытался воздействовать на вас, подплачивая кому-то деньги. Да, это может быть даже, в принципе, элементарный расклад Таро. Здесь какое-то и воздействие могло быть. Могла быть какая-то жесткая конкуренция. Это касалось, может быть, финансов. Здесь есть шанс на возобновление отношений или, в принципе, да, давай опять дружить. Вот как-то так. Он об этом думает, возобновить отношения, помириться, не нужно держать какого-то зла, нужно ситуацию отпустить, жить сейчас здесь, вот как-то так, думает о чем-то таком мудром. Да, и у человека какое-то, в принципе, пришло озарение вообще о жизни, о социуме, о людях, да, о том, как устроен этот мир в целом. Такое глубокое понимание. Почему-то думает, что человек, кстати, может делать шаги в вашу сторону, дабы примириться. Здесь, может быть, даже у вас был какой-то бизнес или какие-то дела, в чем он вас обманул. Но человек хочет к вам подойти, например, да, именно с примирением. Но я вижу, знаете, здесь такая вода. Вот, то есть вы ни нашим, ни вашим, скорее. Вот как-то, ну, воспримете человека, но уже не будете доверять, это точно. Здесь могут быть сообщения, известия от этого человека, да, или человек где-то объявится. Может быть, даже случайно встретитесь на улице где-нибудь. Кто о вас сейчас думает и что думает? Кто думает и что думает? Мужчина, который питает к вам чувства. Опять-таки, незрелая личность. Знаете, у этого человека сложный, как он считает, выбор в жизни с женщинами. Здесь все его не устраивает ни в одной, ни во второй. Вас, в принципе, большинство чего устраивает. Вы, кстати, влиятельная или перспективная дама. Чувствуется, у вас есть какой-то потенциал, перспективы, деньги. Вы, в принципе, устраиваете, как он считает, по параметрам, но не поддаетесь ему. Он еще примеряет вас, понимаете? Подходите вы ему или нет. А вам он вообще не нужен. Вы не обращайте на человека внимания. Скорее всего, даже вы в других отношениях. Вы понимаете о том, что вам этот человек не нужен.
Здесь могло быть какое-то проявление к вам и взаимодействие. Также вы как-то вот так тихо, спокойно человека отшили. Есть воспоминания какие-то о вас, вспоминают ваше последнее, скорее даже общение, на чем вы разошлись. Есть такое чувство, да, что вы его вспоминаете или с кем-то обсуждаете, перетираете косточки. Даже ругаете в чем-то, да, именно в плохом смысле его перетираете. Особенно здесь, кстати, человек может подумывать о том, что вы можете с подругами говорить о чем-то интимном, о мужчинах, которые были, да, у подруг, у вас и так далее. То есть могут идти об этом разговоры. И вот мужчина как раз думает о том, что вы со своими подружайками говорите о его каком-то, о его интимном чем-то, да, личном, или же, в принципе, какой он в постели, или какой он мужчина. Но он считает, что вас, хочется так сказать, уже кто-то занял, да. То есть вы заняты кем-то, у вас какие-то уже отношения есть, вас все устраивает, вы кого-то любите. И вы человек еще, это он вас заметил, что если вы любите, то вы любите со всей душой и сильно. Но вы при том такая еще женщина, которая тоже умеет как-то надавить на мужчину, хотя она женщина, да, или сманипулировать так, как ей это нужно, чтобы получить свое. Также человек считает, что вы как-то нечестно с ним поступили. Он тоже может с кем-то вас обсуждать. Но при том, знаете, он говорит, что наши отношения разрушили или деньги, или она поняла, что у меня ничего нет, и я ей дать не могу. Поэтому произошел этот какой-то обман. То есть вы ушли с другим из-за денег, да, что у кого-то или больше, или кто-то более перспективен, нежели он. Он, кстати, об этом и говорит с кем-то. Пусть кто что говорит, живите так, как удобно вам, это ваша жизнь. Почему вы должны жить так, как вам неудобно? В силу вот этой вот, да, именно как втягивая в себя в какую-то жертвенность ради кого-то, чтобы всем было хорошо, а на себя наплевать, да? Нет, конечно. Живите так, как вам удобно, как хочется вам, чтобы жилось хорошо, понимаете? Так, и еще смотрим, кто о вас сейчас думает. Опа. Мужчина. Опять незрелые. Слушайте, одни незрелые. Каждый расклад смотришь вообще. Здесь такое чувство, да, что вы чего-то в жизни получили, чего хотели вы получить, и он вам стал не нужен. Как будто бы воспользовались ситуацией, и он из этого злится. Притом уже не подступиться к вам, вы намертво закрываете дверь перед его носом и уходите. Вы, скорее всего, защищаете свои границы. Также здесь как будто бы человек к вам приходил или писал, вы его проигнорировали. Складывается такое впечатление, да, что вы до сих пор человек о вас думает, есть какое-то притяжение. Человек, кстати, видит, как изменилась ваша внешность, что вы стали красивая или все краше и краше.
может быть, краситесь или еще что-то, да. Вы очень красивая, и у человека чувство, что вы вот когда, что у вас несколько мужчин, и что вы вот каждого этого мужчину охмуряете так же, как охмурили его. Вы исполнили что-то или вы добились чего-то, но опять-таки, как он считает, воспользовавшись ним или его финансами какими-то, и вот так же вы поступаете со многими мужчинами. У вас, да, чувств нет, у вас есть какая-то, я бы сказала, материальность, как он считает, да, и себелюбие вот это. Я люблю себя. Человек, кстати, возможно, обращался к кому-то за помощью. Может быть, погадать или повоздействовать. Но здесь, знаете, не очень хорошего человека помыслы. Здесь вот в голове крутится вот какая-то такая месть, отомстить, да, или же вообще может идти та ситуация, что все женщины вот такие вот плохие. Всем надо одно. Человек может злоупотреблять чем-то, что меняет его сознание. Это его и погубит, что меняет его сознание. Алкоголь скорее или, может, еще какие вещества. Да, думает, что... Ну, здесь о постели идет речь, что вы с кем-то спите. Тот, кто вас содержит, помогает или дает вам деньги. Да, ради того, чтобы быть красивой, реснички, ногти и так далее. Вот как-то так. Но вы при том и страстная очень. Также здесь человек считает, что вы улучшились благодаря вливанию каких-то средств мужчин. Не сама женщина, да, зарабатывает, как он считает, а вот что это все мужчины сделали. Хочется сказать, мальчик, уже 21 век, уже женщины все сами делают. Какие-то дорогие вещи видит на вас. Или, в принципе, вы такая, да, женщина в золоте. Хочется так сказать. Ну, это так формально. В золоте. Ресурсно выглядите, богато. Что наступит справедливость, и вас, хочется сказать, прибьет током. Да, у человека вот такое чувство, что вы еще не держали в руке лопату, да, не пахали на земле или не делали какие-то тяжелые работы. Что здесь такое желание, чтобы вас наказала какой-то работой тяжелой, да, жизнь это. То есть вы как будто бы палец о палец ничего не делаете, сидите себе, да, с пультом в руке и смотрите телевизор. Все. Или перематываете ленту тиктоков, инстаграмов и так далее. Но больше ничем и не занимаетесь, да, и красите ногти. А вам бы лопату в руки, да, или каких-то сложностей в жизни подкинуть, чтобы, ну, какой-то незрелый. Кстати, даже и смотреть дальше не будем. Тут какая-то идет и незрелость, и, в принципе, да, у человека какие-то такие порывы к вам, именно агрессивные. Он не только на вас скорее злится, а вообще на противоположный пол. Да, он видит вашу ресурсность, и чем больше он это видит, тем больше раздражается. Императрица выходит. Но вы тоже умеете за себя постоять, он это чувствует, понимает, и что в любом случае вы себя в обиду не дадите. И если вы с вами как-то поступить плохо, да, вы отомстите. Вы ему отомстите. Но он считает, что для вас важны деньги, ресурс. Кто еще о вас думает? Так часто думают неудачники, поэтому забейте, хочется сказать на это, забейте. Кто о вас сейчас думает? Но здесь какая-то будет решаться ситуация, связанная с бумагами, с министерствами, с банками.
скорее даже не то чтобы о вас думает, да, вас это ждет. Разрешение ситуации, связанных с бумагами, пересчеты, переделывание, может быть, чего-то, или вы чего-то где-то не доложили, вам придется донести. О. Тут такое, знаете, будет, я не знаю, как это делать, или как заполнять, может быть, бланк даже. Будете искать информацию об этом. Вам помогут, вам помогут. Здесь, может быть, у кого-то, знаете, даже вам в чем-то откажут сначала. Не с первого захода вы что-то получите по бумагам, или у вас получится, не с первого. Здесь лучше сразу обратиться к человеку, который в этом разбирается, в этом работает, по сфере. Но эти бумаги несут какую-то перемену в вашей жизни. После этих бумаг что-то начнет меняться. В положительное русло здесь выходит колесо фортуны. Притом вы будете взаимодействовать магическими какими-то чарами-марами, да, может быть, даже аффирмациями, дабы разрешилось. И оно резко просто будет все решаться. Здесь перемены идут после этого, после решения этих бумаг. Или как вы что-то получите. Может быть, паспорт, может, бумаги, может, еще что-то и так далее. Оформление чего-то. Но не с первого раза получится. Будет, может быть, какая-то ошибка, вам скажут переделать, исправить, например. А если вы будете исправлять, то будете исправлять с человеком знающим. Но вы это исправите. Вот так. Так, кто еще о вас думает? Работа. А здесь, кстати, на работе в вас кто-то влюблен. И хочется сказать, человек занимается, знаете, вот как присушить ее, привязать ее к себе, как-то пытается влиять, какие-то слова заколдованные, да, хочется говорить, не заколдованные, а шепотки, может быть, говорит, чтобы вы влюбились в него, обратили внимание, смотрит, как там ситуация, получилось у него или нет. Человек опять незрелый. Хочется сказать слово недоросль. Понимаете? Недоросль. Недоросль. Хотя это мужчина, но внутренне незрелый. Да, человек семьянин, у него есть семья. Но вы вызываете в нем чувства. Да, человек устремлен в вашу сторону. Кстати, человек может поглядывать на ваше рабочее место, где вы сидите, работаете. Или заходить к вам в кабинет. Но ведет себя с вами, опять-таки говорю, как незрелый, как мальчишка. Хочет предложить вам что-то, денег каких-то, через деньги чувства, подкупить вас на чем-то. А вы нет ни в какую. Вам это не надо. Здесь будет обнуление. Человек, если и подойдет к вам, вы его вот как-то, знаете, развернете. Здесь, в принципе, он вам и не нужен по картам. Это не ваше. Здесь могут быть, да, максимум флирт, легкие отношения и до свидания. Кто еще о вас думает? Здесь показывают конкретно вас, да, когда вы о чем-то переживаете. Опять, знаете, одни и те же карты, вот в таком же положении. О деньгах очень много, о заработках, о какой-то стабильности. Да, вот о чем. И о любви. Вам хочется любить искренне и честно. Вам не хочется женатиков или какие-то незрелые отношения. Хочется равноценный обмен. Здесь об этом прям кричат карты. Вот как будто бы вы на самом деле даже выступаете в роли мужчины, находясь в отношениях. И женщина, и мужчина в одном лице, так еще скажу. Да, и понимаете, а зачем мне тогда мужчина? Вы хотите себя чувствовать женщиной. Деньги вы хотите, вы очень много работаете, вкладываете всю туда энергию свою.
Плюс еще может быть ответственность, забота о детях. Все как будто бы у вас, знаете, иногда сносит крышу, приводит в депрессию, вырывает вас от ваших каких-то желаний, потребностей. Вот вам хочется то-то, то-то, но я не могу в силу того, что я должна. И вот это вот замкнутый какой-то круг. Вот что вас... Оно тревожит постоянно, понимаете? Хочется каких-то, на самом деле, вам таких перемен, резких перемен. И они будут. Вы их как призовете в свою жизнь, эти перемены еще. Я говорю, вы будете действовать как-то именно с помощью каких-то практик. Может быть, писать об этом в настоящем времени от своего лица, как будто бы у вас это уже есть. Без частицы «не». У меня красная Феррари, у меня дом в Монако. Ну, например, да, вот как-то вы так будете, это я как образец говорю, в настоящем времени. Разрушите именно то, как было в прошлом. Уже по-другому и иначе быть не может, да, потому что нужен какой-то выход, нужно что-то изменить, и скорее вы за это будете браться и делать. Смотреть далеко вперед. Около вас есть нечистый на руку человек, да, человек, который может быть склонен к клептомании, что-то красть, подворовывать где-то. А вы этого человека... Не то чтобы вы учите, вы показываете пример, что этого делать нельзя. Подворовывая, воруешь у себя. Вот так оно работает, мироздание. Ну, хоть, да, вот так возьмем. Да, человек такой. Но вот, знаете, для вас в некой степени этот человек тоже несет какие-то выгоды. И для вас этот человек, возможно, будет каким-то вот, не то что гуру, я не назову этого человека гуру. Определенно он несет какую-то информацию, которая, да, или действия, делая какие-то, он, может быть, показывает пример чего-то, да, вот он что-то украл, например, и у него раз и разрушилось. Но это не пример того, что вот не делай так, и я так не буду, вернее, я так не буду делать, как он, да, а этот человек несет в себе другой пример для вас, может, даже какую-то подсказку, о чем-то будете вы говорить с этим человеком. У человека, возможно, склонность постоянно что-то класть в карман чужое. Да. Бывает иногда такие люди, вроде бы понимаешь, я с ними особо не общаюсь, но они несут в себе важную какую-то деталь для вашей жизни, да, вот как шестеренки в часах. Семейный человек, и здесь показывает бедность. Бедность и постоянные надежды на приход каких-то денег. У вас тоже голова о деньгах очень сильно болит, вы переживаете. Так, что здесь еще? Кто о вас сейчас думает? Здесь какое-то такое, я так скажу, несправедливое осуждение вас, какого-то человека, мужчины. Имеются седые волосы. Это может быть человек и старше вас. И спортивное телосложение. Атлет, хочется сказать. Высокий, может быть, крепкий. Несправедливо вас за что-то судит. Называет, может быть, даже вас дурочкой или глупой. Здесь вот когда-то, да, между вами скорее были какие-то отношения или общение,
Вы что-то такое сказали, что вызвало у него бурю всяких эмоций, как будто бы оскорбили в чем-то, или вот как будто бы это касалось его, да, как в его адрес. Но это как-то косвенно. Но он посчитал, что это касалось его, как будто бы вы сказали это в его адрес. Тут такое чувство, что человек... Есть такое пожелание, да, вам, чтобы, ну, с таким не очень хорошим подтекстом, но прожила бы, дорогая бы, ты мою жизнь, да, вот желаю тебе прожить именно что-то такое сложное, трудности какие-то пройти. И тогда ты поймешь, да, что такое жизнь по справедливости. Да, ты чего-то не понимаешь, не разбираешься в чем-то, хитришь. Называешь себя умной, хотя ты глупа. Притом есть тут и чувства, и эмоции. Возможно, даже, вот знаете, говорит с кем-то, конкретно обсуждает какую-то вашу глупость, вот как он считает, что это глупость, с кем-то обсуждает, а кто-то стоит на вашей стороне. Это из его же круга, да, но стоят на вашей, соглашаются с вами больше, да, здесь кто-то его поправляет, или вот хочется сказать, внедряет что-то в его голову, отстаивает мнение за вас. И человек, кстати, думает, а не такая уж она и дура, да, или глупая. Она, оказывается, ну, здесь могло быть место хитрости какой-то, да, что это хитрость, а хитрость понятие растяжимое, да, хитрость равно ум, что хитрить еще надо уметь, то, что вы вот так вот ведете себя, например, да, чуть не получилось, вы плачете, или тяжело вы плачете, да, вот включаете такую слабенькую, а на самом деле вы бы могли это поднять или сделать. И вот он считает, что вы в чем-то притворялись или врали. Вы умеете манипулировать, продавливать по-своему, вот так вот, через хитрость какую-то. И у вас очень хорошо это получается. Притом вы не такая и дурочка, он начинает понимать через какого-то человека. Человек этот что-то ему говорит о вас. А теперь показывает движение в вашу сторону. Но тут помочь каким-то детям, да, здесь может быть разговор, что мне жалко детей. Вы, кстати, очень много времени убиваете на работе. Об этом разговор. Да, или постоянно чем-то вы заняты. Что вам требуется какая-то помощь, но вы не попросите, вы очень горда. Вы горда. Вот что касаемо него, вы у кого-то другого, может быть, и попросили бы помощи, но у него нет. Вы имеете чувство гордости. А вы знаете, это просто человек, который, скорее всего, не из вашей... Так, не ваш человек, вот так вот. Поэтому, скорее всего, ваши дороги разошлись. У него другое понятие этого мира, строение вообще. То есть у человека есть какие-то свои традиции, например, да, или свои взгляды на эту жизнь. Но вам не понять его взгляды, а ему не понять ваши. Вот все, что вы делаете, да, и для него может казаться глупостью, а для вас наивысшим может быть, или другим чем-то. Но человеку не понять вас, почему вы это делаете, а вы его не понимаете. Вы, скорее всего, из-за того, что вы не поняли друг друга, вы ушли во что-то другое или с кем-то другим, оставив его. Но у вас какие-то отношения были. Сейчас задумывается о чем-то, но он пытается понять вот то, что это ваше, да, но он не понимает, все равно же не понимает. Но кто-то настаивает на том, что вы очень хитра, мудра.
в его адрес, ему, вернее, говорит о том, что вы очень хитрая и мудрая женщина, правильно поступаете. Но он пытается в этом найти разгадку, да, он не понимает, он считает, что это не так. Он в своем мире, так хочется сказать. К вам кто-то едет, кто о вас думает, ждет вас. Без вас очень плохо и тоскливо. Мужчина. Он считает себя деловым. А здесь опять незрелый. Девочки, не специально. Вот реально какая-то незрелость. Кстати, человек вас где-то видит или приедет на работу, или замечает вас где-то на рабочем месте. Проезжает мимо или проходит мимо, заглядывает. Также здесь интересуется о вас, изучает вас на сегодняшний день, хотя вас знает. Изучает, потому что вы уже ведете как-то себя иначе или по-другому. Вот такое чувство у него складывается, что у нас могла бы быть очень хорошая семья. Вы в чем-то умеете, а он нет. Он бы еще чему-то от вас научился. Это даже заработки денег, финансы, работа, ваша деятельность, может быть. Как он считает, что я бы у нее еще чему-то поучился. Кстати, этот человек занимается какими-то практиками. Человек вводит себя в чем-то в заблуждение на сегодняшний день, что мешает к вам идти. Также здесь есть какая-то усталость или болезнь. Человек болеет, лежит, может быть, встать не может. И понимает, что на старость лет некому подать даже будет кружку воды. Здесь есть какая-то сложность, проблема, которую еще надо решать. Тут все навалилось до кучи. Знаете, тут задается человек вопросом, а как с этим справляются женщины? Может, у него месячные начались, менструация. Осознает сейчас что-то вообще об отношениях связанное. Растет мужик, растет, в чем-то он растет. Получается, знаете, здесь есть за ним успех. Хоть он и не зрелый, но он станет мужиком. Да, здесь потому что идет такое осознание, понимания. Бывают люди притворяются, что они что-то осознают, а бывают люди, которые на самом деле осознают и делают иначе. Вот это касается него. Здесь какие-то, знаете, дурные привычки или глупые поступки. Человек убирает в сторону, смотря на вас. Человек хочет добиться вашего расположения. Такие женщины, как вы, очень нравятся ему, какой-то такой определенный типаж. Здесь есть у вас какая-то тайна, скрытость. Также есть намерение поменять отношения в другое русло, да, по-другому вести отношения с вами. Потому что так, как было прежде, с вами не получается, или вы не слушаете, не обращайте внимания, не воспринимайте всерьез. Вы женщина, которая заслуживает какой-то или статус, или уважения, как он считает. Здесь нужно к этому стремиться, двигаться, чтобы заполучить ваши чувства. Считает, что здесь у него есть конкуренты, да, что придется еще отбиваться. Здесь человек бросит какие-то, на самом деле, и привычки, и чем-то он занимался таким, интеллектуальным, может быть, да, или что-то собирал. Он это бросит, тоже забросит. Здесь может быть даже марки, компьютеры, что угодно. Он это забросит. Он пойдет к чувствам. Здесь как будто человек весь год пахал, а в конце года решил себе купить подарок. Вот как-то так. Или раз за 5 лет. Но здесь идет к чувствам, да. То есть у меня не было любви, я занимался делами, чем-то, но не своей личной жизнью. А сейчас будет заниматься своей личной жизнью. Человек вам подойдет.
подойдет. Тут у кого-то может быть примирение, да, или человек придет с подарком, потому что за что-то стыдно, за какое-то прошлое или за какой-то поступок. Также человек может сделать что-то, опять-таки, невероятное, да, вот такое идет слово. Что-то сверх, чтобы вас, может быть, как-то удивить, но не так, как уже было в прошлом, да. Вы скорее откажете. Вы откажете, потому что здесь для вас будет важнее какие-то свои важные задачи, приоритеты. Здесь вы в этот момент настолько заняты, что вам совершенно и не до любви. Да, вам в какой-то степени будет приятно, вы еще будете думать об этом человеке, но вы будете углубляться во что-то другое, мировое и значимое. Закройтесь, да, от него скорее. Он почему-то считает, надеется, да, что он одержит победу в отношении вас или расположение к вам. Но тут тщетно здесь все обнулится, когда вы скажете «нет». Если вы примете мудрое решение, здесь скорее, кстати, может быть, вы в семье, а этот человек на стороне, вы не захотите. Или так, или в принципе этого человека, да, но вы поступите мудро. Также, может быть, если вы одиноки в целом, вам этот человек не нужен. Здесь другой человек идет, более разумный для семьи. То есть этого человека, скорее, вы даже сами почувствуете, что человек поменялся, да, поменялся, как говорится, но вам он не нужен, сам этот человек. Как бы он, знаете, автомобиль не красит человека, вот так вот. Почему-то такое идет предположение, да, что человек, может быть, приедет на красивой машине, но вот как-то вас это не впечатлит. Вам не это надо. Вот так вот. Да, здесь совет от карт идет именно... Не бойтесь отказать кому-то, да, это проявление вашей силы. Не бойтесь быть настойчивой в чем-то, не бойтесь постучать еще раз в дверь, если ее не открыли. Потому что здесь не лежит все так на ровном месте, здесь вот конкретно идет сила, да, это то, что когда нужно применять, да, какое-то усилие, участие, труд, работа и так далее, да, под лежачий камень вода не течет. Также момент того, если вы хотите чем-то заниматься и загадывать желание, одно просто загадывать желание, это не имеет смысла. Загадывая желание, уже имея за собой какой-то проект и делая что-то. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.